По поручению главы республики Министерством энергетики и ЖКХ Ингушетии на сегодняшний день обследовано 2700 объектов электросетевого комплекса, проинформировал главу региона министр энергетики и ЖКХ Ингушетии Ахмет Лалахоев в ходе отчета о работе ведомства за первое полугодие. Обсудили на встрече и проблему водоснабжения. Махмуд-Али Калиматов поручил Ахмету Лалахоеву в ближайшие дни представить доклад с указанием суммы необходимых расходов на полную замену устаревших насосов и двигателей на водозаборах. Как отметил министр, для решения проблем низкого дебита воды и бесперебойного водоснабжения было выделено более 9 миллионов рублей из резервного фонда правительства. Уже закуплены погружные насосы на сумму более 5 миллионов рублей, а также завершены конкурсные мероприятия для их приобретения на сумму порядка 4 миллионов в сельском поселении Плиево. На этапе строительства находится мини-каптажный колодец, который обеспечит необходимый дебит воды для бесперебойного водоснабжения на проблемных участках. На строительство выделены из резервного фонда 5 миллионов 600 тысяч рублей. Сколько у нас таких же насосов, двигателей, которые ресурс выработали? Практически вот эти большие центробежные насосы, которые мы летаем, они практически все выработали ресурс. У нас Сколько их? 4, значит, по Харланово основные, 2 по Антиево и 4, и 3, и 2 стоящие, куда мы угодили в режиме. Берите и посчитайте, сколько это нужно нам для этого средств. Это уже упущение водоканала и конкретно муниципалитет. То есть надо, чтобы документация там была, кто заступает, журнал ведения должно быть. Там наведите там порядок, который должен быть, понимаете? Кто там отвечает? 8 классов образования, я не против, конечно, хороший человек, наверное. Какой он может там работу делать? Мы сейчас, когда единый оператор с 1 августа начинает работать, мы создаем аттестационную комиссию по тому вопросу, как мы были. Проверим полностью, кого мы берем, хотя бы начиная с линейных работников, с мастеров и выше. Проверим всю аттестацию. Второе, по тем объектам, которые водозаборы, основные наши 6 водозаборов, которые воду подают, мы практически всех заактировали. С Минстроем мы работаем по этому поводу, чтобы они нам посчитали калькуляцию по ремонту. Альтиево у нас сейчас по линии чистая вода, у нас работы ведутся. В Кантуше более-менее ситуация, мы там тоже насосную станцию хотим для подачи, дополнительной подачи, там мы запросили средства. Сколько нам надо двигателей купить и сколько нам надо насосов купить? Давайте закупим их, поставим их, зарезервируем их, законсервируем их, чтобы у нас они где-то складское помещение, наше где-нибудь стояли. Я понимаю, что сложность, вот люди говорят, воды нет, они правы, воды, или плохо она идет, но это ведь наследство такое. У нас не менялись последние 25-30 лет эти. Сейчас мы это уже намечаем, сейчас и постройка Азовского водозабора и дальше. Но эти все вещи нужно постоянно мониторить. Надо постоянно их мониторить. И мне нужно срочно, то, что я видел там такое. Слушай, я понимаю двигатель. Ограждение закрепить, чтобы там, сложно траву скосить, что ли. Что это за видимость? Ступеньки сложно сделать. Это же вообще ужас. Ужас. Да это понятно, но нет, они чем там занимаются? Там же несложно это. Поэтому этим займитесь.